Что здесь происходит и почему? У нас есть у граждан обязанность исполнять законодательство. Есть законодательство земельное, есть гражданское, есть градостроительное законодательство. В настоящее время происходит снос самовольных гаражей, расположенных по улице Жукова. С 2016 года неоднократно руководство предприятия тепловых сетей обращалось в адрес муниципалитета. Данное предприятие является объектом жизнеобеспечения города, то есть теплоснабжающая организация. По антитеррористическим требованиям периметр должен быть огорожен, к периметру не должно прилегать никаких строений. Мы видим, что по улице Жукова в настоящее время расположены 27 самовольных строений. В декабре 2018 года постановлением руководителя исполкома была создана рабочая группа по сносу самовольных строений. Мы делали запрос в архив, мы поднимали документы, нормативные акты, пытаясь выяснить законность данных строений. Документов на землю, на собственность никаких не было. То есть явные признаки самовольного строения. Есть утвержденный руководителем исполкома регламент выявления, сноса и дальнейшей реализации бесхозяйных объектов. Мы, согласно требованию законодательства, провели уведомление граждан путем выставления аншлагов и наклеивания объявлений на двери. Мы дали постановлением руководителя исполкома срок 3 месяца на добровольную вынос самовольных строений. То есть граждане, владельцы данных металлических гаражей, должны были самовольно их вывести, то есть освободить место. Частично, как мы видим, порядка 5-7 металлических гаражей были вывезены. Сегодня наступил час X. Мы как бы с запасом дали возможность не в зимний период, а именно возможность в весенне-летний период, чтобы свободно можно было подъехать и вывести. Поэтому сегодня по распоряжению руководителя исполкома рабочей группой производится вскрытие гаража. Под видеосъемку снимается все, что в данном гараже находится ценного, малоценного имущества. Производится опись. В дальнейшем гараж будет закрыт, заваренный, погружен на технику и вывезен на место складирования рядом с Горинским кладбищем. И, пользуясь данным моментом, я хочу обратиться к жителям города, которые пользуются данными незаконными строениями, все-таки проявить бдительность свою гражданскую и в добровольном порядке вывести, утилизировать эти строения. В дальнейшем, согласно нормам законодательства, данные гаражи определенное время будут храниться на складе до появления собственников, так называемых незаконных. Если собственник докажет, что это гараж его, примерно опишет имущество, которое в нем находилось, то есть мы добровольно выдадим этот гараж. Если собственники не появятся, мы в судебном порядке признаем данные металлические гаражи муниципальной собственностью и в дальнейшем по решению суда будем их утилизировать. То есть сдавать в металлолом, а уже вырученные средства пойдут по законодательству в доход бюджета. А вот эти вещи всякие, вот в данном случае телевизор, сколько они будут храниться? Ну, по закону, да, как? По закону четко не регламентируется, но где-то будем от месяца до 3 поддержим. В дальнейшем есть порядок признания бесхозяйным объектом, есть порядок по движимому имуществу, по недвижимому имуществу. Это движимое. Там сроки определенные, то есть мы еще пытаемся через средства массовой информации это довести порядок, когда вывезем все гаражи, а дальше уже в рамках закона будем действовать. А у меня вот есть такая мысль, что люди не объявились, да, за все это время, пока были объявления, только потому что они, наверное, опасались штрафов за незаконное владение на муниципальной. Нет, как говорится. А что люди-то не объявились? Вот, ну, в смысле, не сейчас здесь. Вы же объявление делали, к вам никто не приходил, Никто ничего не уточнял. Никто не уточнял, ни в ПИЗО, ни в исполкоме. Когда будут сносить, да. Нет, то есть, вот я даже не знаю, как сказать, чтобы заявить право собственности, у гражданина должны быть какие-то правоустанавливающие документы.
естественно, что у них ничего нет. Поэтому может и мнение жителей, что муниципалитет шашкой помахал, а до конца это дело не доведет, поэтому была, может, у жителей надежда, что это спустится на тормоза, но этого не будет. Поэтому закон требует исполнения. У меня последний есть. вопрос. За какой срок вы планируете вот эти все демонтировать эти? Мы сегодня вывезем 3 гаража, поэтому мы позвали вас, чтобы вы осветили в СМИ, что в дальнейшем процесс начался. По мере заполнения нашего склада, по возможности, мы вывезем все 27 гаражей. Я думаю, с помощью нашего коммунального хозяйства в течение месяца мы это сделаем. Нет.